Программу газификации могут дополнить новыми населенными пунктами. Об этом говорили на заседании регионального штаба. Участники встречи обсудили реализацию программы развития газоснабжения и газификации в прошлом году, исполнение плана графика синхронизации работ, вопросы платежной дисциплины, а также работы по догазификации. К чему пришли, расскажет Ксения Лосева. Строительство объектов газификации в Коми идет строго по графику. Объем инвестиций увеличился почти в 2 раза и составил 36,97 миллиардов рублей. Протяженность новых газопроводов более 560 километров. Уже совсем скоро газ придет в 28 населенных пунктов. Напомню, в 2022 году проведена работа по актуализации программы газификации региона на период 2021-2025 годов, по расширению мер социальной поддержки населения при дегазификации населенных пунктов Республики Коми. Также актуализирована программа газификации. Что касается работ по догазификации, они идут с опережением графика. На сегодняшний день от жителей республики принято 4830 заявок. Заключено 3168 договоров. Создана техническая возможность подключения для 3065 объектов. В 742 домовладениях голубое топливо уже появилось. Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря увеличению выплат на газификацию жилья до 100 тысяч рублей. Кроме того, были получены льготы на налог на имущество, сокращены сроки выдачи ордеров на земляные работы и разрешений на использование земли на период строительства. Кто-то покупает газоиспользующее оборудование, кто-то монтирует вент-каналы, оформляет документы. Поэтому помимо нас еще заключены договоры с сторонними строительными организациями по работе внутри границ. Поэтому фактически население активно. И мы в высокой стадии реализации, объем работы действительно большой. То есть перерывы, например, выполнены почти по 100% объектов, где-то в стадии исполнения работы идут, и 300 уже мы закончили, которые готовы к пуску газа. Поэтому уверен, что за летний период статистика по конечным подключениям существенно вырастет, изменится. Показатели уже обновили. Планом-графиком предусмотрена догазификация 3590 домовладений в 46 населенных пунктах. Правительство Коми также предлагает «Газпрому» рассмотреть возможность догазификации тех участков, которые находятся рядом с уже существующими сетями. Это в 9 районах республики населенные пункты, которые находятся вблизи к проходящим газопроводам. По нашей оценке, расстояние в среднем где-то 2-4 километра, от 2 до 4 километров населенных пунктов от проходящих газопроводов. Я хотел бы обратить внимание на населенные пункты Сыктывдинского района. В них расположено более 1000 домов. Мы могли бы существенно поднять количество газифицированных домовладений без прокладки большого количества сетей. Рассмотрение такой возможности в «Газпроме» планируют на 3-й квартал этого года. Еще один из приоритетов регионального штаба – работа по погашению задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов. В 2021-2023 годах цифра снижается. На сегодня объем задолженности Коми за природный газ – 335 миллионов рублей. Больше трети приходится на Вуктыльский аквасервис. В мае компания должна была вернуть 3,8 миллиона рублей, но платеж так и не поступил. А вот у другого крупного должника уже в Сыктывдинском районе план по погашению задолженности есть. Поскольку муниципалитет является учредителем МУПа «Энергия», поэтому с депутатским корпусом мы проработали вопрос о выделении дополнительной субсидии из местного бюджета. И второй вариант, мы усилили и предприятие, мы сменили директора, сейчас толковый. У нас директор на предприятии, усилена претензионная работа, и поэтому даже с вводом в эксплуатацию новой котельной мы можем иметь возможность погашать имеющиеся задолженности. Для решения вопроса в муниципалитетах разработают графики реструктуризации задолженности, а также планы финансового оздоровления предприятий. У бюджетных потребителей сумма задолженности сохраняется на одном уровне – 12 миллионов рублей. У населения долг упал с 24 миллионов рублей в 2022 году до 21 миллиона в этом. Ксения Лосева, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.